Привет, родная республика! Осень – это время прогулок по красивому парку, разговоров по душам и улыбок. А если вы чувствуете, что попадаете под волну хандры, тогда срочно нужны витамины и просмотр нашей программы. Студия 11 не даст вам заскучать, и мы начинаем. Когда снимаются маски? Заглянем в гримерные актеров. Что скрывают яйца? Все о пользе этого продукта. Как устроен автомобиль? Читаем технические сказки. Академический театр драмы имени Виктора Савина отмечает свой юбилей. Яркие спектакли, смех, слезы, восторг дарит нам театр на протяжении 90 лет. Наша команда не упустила возможности заглянуть в закулисье и узнать некоторые актерские ритуалы. Например, худший знак – уронить текст пьесы во время репетиции. Если верить примете, то это означает, что роль у артиста не удастся. Но наказание судьбы можно быстро избежать, если сесть на упавшие листы. А как актеры настраиваются на спектакль и что происходит за закрытым занавесом? Подробнее в следующем сюжете. Пойдешь гулять, а очутишься всегда здесь, у ворот. И зачем я хожу сюда? Видеть ее никогда не удастся. Еще, пожалуй, разговор какой выйдет, ее-то в беду введешь. Актер Евгений Чисталев именно так настраивается на роль перед спектаклем «Гроза» по пьесе Александра Островского. Во мраке, чтобы ничего не отвлекало. Точно я сон какой вижу. Это ночь, песни, свидания, ходят обнявшись. Когда приоткрываешь завесу театральной тайны, убеждаешься, что закулисный мир тоже театр. Если вообще следовать Станиславскому, то нужно жить и быть этим персонажем аж с самого утра, в идеале. То есть завтракать, как Катерина, умываться, как Катерина, заправлять постель, как Катерина. Полина Лудыкова играет главную роль. Прямо сейчас она наносит грим. Кстати, большинство актеров делают это самостоятельно. Лишь в сложных образах требуется подключать профессионалов. А дальше путь к художникам-гримерам. Здесь уже происходит полное перевоплощение. Видите, красиво. Вот я накрасилась. Что-то добавить? Румяшек, наверное? Нет, я думаю, нет. Просто бровки немножко не так четко. Немножечко их Растушевала. А где же ваши усы? Ах, вот они. Сейчас мы раскроем секрет, как они появляются на лицах молодых актеров. Процесс очень простой. Сначала на верхнюю губу наносится клей, затем ватка для защиты, и уже на нее усы. И самый главный момент – это взять салфетки и плотно прижать их к губам на улыбке. Потому что если так не сделать, когда ты будешь улыбаться, усы будут отклеиваться. И вуаля, теперь это не Иван, а мещанин Шапкин. А что там в фойе театра? Зрители в ожидании. Буквально через несколько минут они окунутся в атмосферу эпохи XIX века. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. Бык-бык, тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. За кулисами готовность номер 1. Скороговорки и разминка – обязательные ритуалы актеров перед выходом на сцену. Сейчас вот эту роль я буду исполнять на коленках. И буду выходить, я буду казаться карликом. Я вот так сажусь. Вот так, да? Видите? Ножки прикрыты, не видно. Я всегда стараюсь лицом на зрителей. И вот так я хожу. И думаю, что я карлик. И поэтому нужны какие-то физические упражнения, данные, чтобы все-таки держать корпус, свободно двигаться, что я не упаду, чтобы все спокойно, что я действительно карлик. На сцену артисты выходят независимо от настроения и самочувствия. Больное горло, температура, насморк – не повод оставаться дома. Говорят, лечит сцена и глаза благодарных зрителей. В этот момент никакая хворь не волнует. К слову о волнении. Актеры ощущают его по-другому, иначе, чем представители других профессий. Волнение, оно как бы уходит, оно другого характера. То есть ты не дергаешься, что ты боишься, там еще чего-то. Когда ты уверен в себе, когда ты несешь свою линию, то ты не волнуешься как бы, а ты стараешься прожить здесь и сейчас. Вот поэтому вот это какое-то волнение такое, которое было, может быть, в юности, сейчас оно уже как бы уходит на другой план. Все готово. В зале прозвучал 3-й звонок.
Свет софитов, музыка и главные слова перед выходом. Ну, с Богом! Среди долины ровной я, на гладкой высоте, цветет, растет высокий дуб в могучей красоте. Тут ты, проклятый, что ты как стол стоишь-то? Что ты как... Тебе говорят, Альмер! Я и слушаю. Что ж мне делать еще? А закончит все-таки тем, что не даст ничего не так. Какую-нибудь малость, да еще станет рассказывать, что из милости дал, что и этого бы не следует. Вот и пошел разговор, что свекровь заела совсем. Да не, что, маменька, кто говорит про вас? Да не слыхала, лгать не хочу. Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают праздник те, кто любит омлеты, яичницы, запеканки и глазуньи. Сегодня Всемирный день яйца. Интересный факт. По некоторым данным, лидером в потреблении яиц признают Японию. Каждый житель страны восходящего солнца съедает по одному яйцу в день. К сожалению, в этом соревновании россияне пока отстают. Эксперты считают, во всем вина полуфабрикатов. Так что, друзья, срочно в рацион включаем этот продукт. А мой коллега Северин Арпа узнал интересный рецепт. Смотрим. Даниил, ну вот яйцо, наверное, один из тех продуктов, которые в холодильнике у каждого практически встречается, и без него тоже много блюд просто не представляешь, ну, наверное, как без лука, вот, да? Соответственно, есть вопросы, которые часто возникают. Например, вот как правильно выбрать хорошее яйцо? Мы всегда должны с вами в первую очередь, заходя в магазин, обращаться к овоскопу. Он у нас стоит. Овоскоп — это такая штука, в которую выкладываются яички, и мы видим, да, на просвет, если там какие-то потемнелости, может быть, там есть зародыш, и такие яйца отбраковываются, убираются. Это самый простой способ в магазине приобрести качественное яйцо. Плюс мы смотрим с вами на сроки годности, дату выработки и, собственно, срок годности финальный. А вот то, что на прилавках в магазинах яйца стоят не в холодильнике, как мы привыкли дома хранить, а вот, ну, просто вот при комнатной температуре, это нормально? Естественно, если мы говорим о прилавках в помещениях, то температура выше 17 градусов подниматься не должна. Я пока в обычных, если мы говорим обычные магазины или там фермерские всякие магазинчики, видел яйцо только хранящееся в холодильнике, ему так лучше гораздо. Есть еще такое мнение, что яйца молодой курочки, то есть маленькие, в них больше витаминов, там они лучше, чем вот яйца, вот, которые побольше, там такие вот. Ну, мы должны тут разбирать яйца на категории. То есть мы говорим с вами о яйце там третьей категории, второй, первой, нулевка, ВС и прочее. Суть заключается в том, что категория яйца — это размер. И, естественно, самое маленькое яичко — это яйцо молодой несушки. И да, есть абсолютно даже не то чтобы логичный, а научно обоснованный ответ, что у молодой несушки гораздо больше в организме сил, поэтому она больше дает молодому яичку питательных веществ. Говоря из производственного опыта, то когда я готовлю торты, яйца второй категории подходят лучше. То есть молодой несушки и даже третий подходят лучше, они лучше бьются, у них больше насыщенных таких жиров, и масса становится лучше. Ну и еще один вопрос хранения яйца. Да, мы знаем, что у нас у всех в холодильниках есть специальные такие соты, ячейки, куда обычно мы их кладем. А бабушки, насколько я помню, у нас под кровать как-то их складывали. Как только не это не. Вот как лучше всего хранить яйца? Я скажу за себя, как я это делаю. В первую очередь яйцо должно быть комнатной температуры. Средняя комнатная температура 22 градуса. Если это мы вот сейчас должны что-то готовить. Если мы хотим, чтобы яйцо подольше похоронилось, я обычно это делаю так. Я беру какую-нибудь ванночку, я это называю постелькой, укладываем полотешку вафельную, кладем туда аккуратно яички, причем ложить нужно вот таким вот образом, вот так полубоком, где воздушная фуга, чтобы яйцу было комфортно внутренней массе, потому что гравитация есть. И укладываем вот так яички. Накрываем. По диагонали. Ну да, под наклончиком, вот так 45 градусов. Потом накрываем полотешкой сверху и убираем, опять же, в холодильнике разные, и не надо убирать к стенке, где сильно морозит, не надо убирать там, где сильно тепло, нельзя ставить с горячим, нельзя ложить рядом с рыбой, потому что яйцо очень хорошо впитывает запахи.
очень сильно, даже в скорлупе. Это просто вот уже проверено годами. И вот у меня такое место в моем холодильнике, это с краю ближе к двери. У меня там самая оптимальная температура. Чаще всего почему дверцы предлагают? Потому что вот как раз на двери вот там вот такой вот баланс и есть. Но мы на двери не держим дома мы держим вот так. Если мы говорим о производстве, то на производстве вот у меня холодильник специальный, который под верх, у меня всегда хранятся яйца. Ну и в заключение, наверное, раз день яйца, то без рецепта вкусного не обойтись. Что ты нам сможешь сегодня продемонстрировать? Мы сделаем быстрый рецепт омлета с томатом, с кабачком и, собственно, яичком. Все. На сливочном масле. Все. Больше ничего не будет. Тебе слово. Работает профессионал. Берем сливочное масло, бросаем на раскаленную сковородку, берем наш кабачок, который родился на своем огороде, мелко шинкуем, закидываем, берем помидор, удаляем вот эту вот мякушку, сердцевину. Ее не надо выкидывать, из нее можно потом сделать отличный соус или добавить в салатику. Будет очень вкусно. Также нарезаем, как вам нравится, закидываем, начинаем обжаривать. В этот момент мы просто-напросто берем мисочку, берем 3 яйца, добавляем базилик. Если вам не нравится базилик, не добавляйте, я обожаю базилик. Венчиком перемешиваем и начинаем перемешивать. Обжарили, выливаем нашу заготовку, выравниваем по всей поверхности и в течение нескольких минут жарим вот такой блинчик до состояния, когда белок, уже яичная масса начнет сворачиваться, но при этом она не будет сырой. То есть мы сделаем такой блинчик напополам, сложим и подадим. Готовим вот до такого состояния. Уже у нас такая плотная масса, почти схватилась. И делаем все очень просто. Оп. Сделали вот такой вот месяц. Подбили. Слегка поджарили. Это необходимо для того, чтобы омлет, когда мы складываем его, он соединился и не развалился. И подаем. Приятного аппетита, друзья! Как устроен автомобиль, самолет или мотоцикл? Что такое карбюратор и почему у каких-то самолетов бывает одно крыло, а у каких-то 2? Я думаю, в детстве каждый мальчишка задавался подобными вопросами. Порой родителям бывает сложно на них ответить. Книжная мама Екатерина Евсикова нашла решение. Достаточно прочитать технические сказки и вуаля! Ваш ребенок разбирается во всех тонкостях транспортов. Скорее узнаем об этих книгах подробнее. Для любого мальчишки интересно читать не обычные сказки, но и технические сказки. И сегодня я хочу о них вам рассказать. Первая книга издательства «Миф. Как собрать автомобиль», в которой герои, мышата, пытаются собрать автомобиль из подручных средств. Например, сделать заднюю подвеску или как прикрутить колеса. Следующая серия книг – это книги про добряка-строителя, мастера Мулимека. Эти книги не только про Мулимека, но и про его верную собаку Буфу, с которой они строят дом, или делают самолет, или чинят лодку. Давайте посмотрим поближе. Закладывают фундамент или чертеж. Или, например, делают самолет. Буфа – это не только его собака, но и верный его помощник и друг. Технические сказки не только рассказывают истории, но и учат мальчишек пользоваться полезными инструментами. Каждый раз, когда выходишь на улицу, поражаешься красоте природы. Недаром осень называют художником. Уж очень быстро она перекрашивает листву и траву. Кстати, поэт Булат Акуджава писал: «Живописцы, окуните ваши кисти, чтобы были ваши кисти словно листья к ноябрю». А еще это время года любят фотографы и видеографы. И вот недавно наш земляк Сергей Сергеев выложил в соцсетях осенний ролик. С высоты птичьего полета виден поселок Паспам Усть-Куломского района. Давайте смотреть.
Вот так незаметно мы подошли к экватору нашей программы. Предлагаю взять небольшую паузу и налить ароматный чай, а после мы вновь увидимся. Не переключайтесь. Это «Студия 11», источник хорошего настроения и положительных эмоций. Включаем турборежим и вперед покорять информационные просторы. Будет весело, и уже через пару секунд вы увидите. Рыбалка по Коми. Этноблогер Генрих Немчинов побывал на Печоре. День астрономии. Узнаем больше про небесное светило. А что у нас на десерт? Рецепт от фудблогера. Осенняя рыбалка. Это, наверное, самое долгожданное времяпрепровождение любителей поймать на крючок. Кстати, согласно авторитетному онлайн-каталогу видов рыб, к началу 2019 года было описано более 34 тысяч видов рыб. Представьте, это больше, чем птиц, пресмыкающихся, млекопитающих и земноводных вместе взятых. Интересно, что с каждым годом список растет примерно до 500 наименований. Этноблогер Генрих Немчинов этим летом отправился на реку Печору порыбачить и заодно записал полезное видео о коми-рыбе. Предлагаю посмотреть. Наш любимый отдых, как и у большинства деревенских коми-парней, это рыбалка. А рыбы на Печоре, поверьте, до сих пор еще очень много. Все рыбы, по традиционным воззрениям коми, были созданы злым духом, омолем. Но бог Йен видоизменил их, и они стали считаться его творением. А людям было разрешено употреблять их в пищу. Тем не менее, в рацион питания раньше включались не все виды рыб. На Верхней Вычегде щуку в пищу не употребляли, считая ее нечистой. Стерлядь, вкусная рыба, кстати, появившуюся в Вычегде из Камы через Северо-Екатерининский канал, долгое время не включали в рацион питания. Удорцы остерегались есть миногу, юн, ошибочно принимая ее за змею. Сейчас этот вид рыбы считается деликатесом. Покажу мастер-класс, как надо насаживать червя. По коми будет ниджу на крючок. Так, вот так. И до конца так насаживаем. Теперь бросаем. Так, застрял. Бросаем. Теперь ждем. Смотрите, сразу пошел клевок. О, сразу. Оба, видите? Поплавочек скачет, значит, рыба червя трогает. Опа! Вот такой красавчик попался. Симпатяга, да? Большой, да? А теперь к астрономическим новостям. В октябре световой день стремительно сокращается. Он уменьшается на 3 часа. С 11 часов 27 минут до 8 часов 48 минут. Это говорит о том, что ночного времени для астрономических наблюдений предостаточно, и мы можем увидеть множество планет. Специалисты выяснили, что сегодня максимум метеорного потока Дракониды. Это такие небесные искорки, которые позже сгорают. И у всех, кого интересуют небесные светила, поздравляем с праздником. Ведь сегодня ваш день. А наша команда отправилась на встречу с учителем астрономии. Елена Васильевна, скажите, пожалуйста, как началось ваше увлечение астрономией? Я думаю, что каждый из нас, когда смотрит на звездное небо, думает, а что же там, за пределами Земли? Поэтому и меня тоже самое интересовало. Я очень любила астрономию и в университете, и сейчас с удовольствием преподаю в школе. Когда у вас появился телескоп, стали ли больше времени проводить, наблюдая за звездным небом? За звездным небом мы наблюдаем периодически. Единственный минус, что в черте города, конечно, наблюдать за небесными телами очень плохо, поскольку освещенность слишком хорошая. Поэтому мы уезжаем за пределы, иногда с детьми, иногда с родителями и наблюдаем за звездным небом. Когда вы нашли первое созвездие вот свое, вот вы когда сами начали наблюдать за небом? Мое первое созвездие еще я нашла в школе. Это была Большая Медведица. А затем уже по Большой Медведице я нашла полярную звезду. Как вы считаете, в чем польза изучения астрономии? Имеет ли это какое-то прикладное значение? Ну, например, допустим, если потом ученики вот вырастут, может быть, кто-то где-то заблудится, грубо говоря, и по звездам найдет путь домой.
А сейчас мы обучаемся по новым образовательным стандартам. И абсолютно любой предмет, что физика, что астрономия, что какой-то другой предмет, он имеет прикладной характер. И всегда большое внимание уделяется именно тому, как по звездам, например, определять широту местности, или где находится какое созвездие, то, что как восходят звезды, как они заходят, где их можно обнаружить и как, например, можно использовать это в повседневной жизни. Я, насколько знаю, вы еще можете по звездам составить астрологический прогноз. Это правда? Это абсолютно правда. То есть я составляю по натальной карте астрологические прогнозы, поэтому иногда это я даже использую на уроках астрономии, то есть рассказываю. Но, честно говоря, какая-то доля правды в астрологии есть, поскольку все прекрасно знаем, что астрономия является уже потомком астрологии. Просят ли вас ученики или коллеги составить им астропрогноз? Просят и постоянно, но мне легче их научить. Кто-то из них уже умеет, кого-то научили? Конечно, умеет, потому что я всегда им говорю: давайте я вас научу. Они подходят, я им объясняю, как это делать. Поэтому даже уже сейчас есть ученики, которые неплохо разбираются в астрологии. Есть ли интерес у ребят к изучению астрономии? Как вы смотрите? У них, конечно, глаза горят, потому что для них астрономия – это новый предмет. И они интересуются движением звезд, движением планет. Они прикладывают все эти знания именно к себе, к своей личности. То есть астрономия еще имеет личностно-ориентированный характер. Поэтому, да, интересно. Но я, конечно, не могу сказать, что 100% это, да, но мы же знаем, что пробиваются единицы. Как часто вы радуете своих близких кулинарными изысками? Думаете, это сложно? Сыктывкарский фудблогер Юлия Панюкова давно меня в этом переубедила. Ее рецепты настолько вкусные и простые, а главное полезные. Если вы до сих пор не придумали, что приготовить на десерт, тогда ловите рецепт. Сегодня мы с вами приготовим сладкое блюдо. Это будут груши с орехами, с вишневым соусом и гранолой. Этот десерт подойдет для тех, кто постится, следит за своим питанием и просто очень любит сладкое. Но для начала я расскажу, что нам потребуется для блюда. Груши, смесь орехов, сахар, гранола, замороженная вишня, коктейльная вишня, корица, кокосовая стружка, немного соли, ванилин, мед, крахмал, лайм, немного растительного масла. Начинаем готовить десерт. Вот такой красивый, полезный, вкусный десерт у нас получился, а главное, без вреда для талии. На этом наш выпуск завершен. Впереди улетные выходные. Проведите время с пользой, дышите свежим воздухом, общайтесь с родными, читайте книги и чаще улыбайтесь. А для поднятия настроения посмотрим ролик музыканта Михаила Наумова. Пока-пока, увидимся в понедельник. You got me struggling like a puppet, hung on the thing we like. You got me caught up in your loving, stuck here in my lovesick time. And I've been trying to beat myself up on the floor, and I've been lying, saying